Первое место за стремительно растущую популярность получает именно этот вид спорта. Однако таким вниманием спонсоров, как мужские, женские бои похвастаться пока не могут. И вообще неизвестно, что было бы с женским миксфайтом, если бы не две яркие его представительницы – Джина Карана и Кристин Киборг Сантос. До их появления на арене серьезные соревнования по смешанным единоборствам среди женщин не проводились. Однако организаторы престижного турнира Strike Force рискнули и не прогадали. Поединок Карана и Сантос 15 августа 2009 года стал главным боем вечера и собрал у экранов почти 900 тысяч американских телезрителей. С тех пор все и началось. В России женские бои смешанного стиля мало популярны. Зато такая дисциплина, как тайский бокс, нашим соотечественникам хорошо знакома. И кажется, благодаря нежной и сексуальной девушке, чемпионке России Анастасии Яньковой, этот вид спорта может стать еще более популярным. Но вот своим ли делом занимается юная и хрупкая Анастасия, осваивая спорт, в котором сильны мужчины? Может, лучше дома печь пироги и воспитывать детей? Своими мыслями на этот счет, а также парой крепких ударов Анастасия поделилась с нашим корреспондентом. Кусаться, царапаться, вырывать волосы. Анастасия Янькова – обладательница Кубка России и чемпионка страны по тайскому боксу, частый гость нашей программы. Вместе с Настей мы учились готовить тайский борщ, познавали тонкости тайского массажа и таинство тайской зарядки. На этот раз решили выйти на ринг. Приходишь в зал, и все, что негативное, там, то, что тебе копится, оно здесь выплескивается. И на жизни остается агрессия абсолютно. Зато на ринге Настя спуску не дает. Сразу после удара гонга перед моими глазами пронеслась, нет, пока еще не вся жизнь, а лишь чемпионская ножка. Ребята, это серьезно. Наградив меня за полное отсутствие техники серии точных ударов в грудь и в спину, Настя опустила руки. В прямом смысле, чтобы дать мне возможность хоть как-то ее атаковать. Куда хочешь. А типа ты вложился. Смотри, сила. Ты что, так же? Я делаю все, что могу. Это железный человек. Когда долго тренируешься, кожа привыкает, и синяки, они практически уже не появляются. Гораздо страшнее в руках бутылка, вот, чем там синяк или ссадина. Чтобы поставить Насте синяк, надо сильно постараться. Я, например, так и не справился. Зато моя разбитая губа долго будет напоминать о встрече с чемпионкой. Блин. Я не хотела. Нормально? Я хотела одеть шлем, но ладно, думаю, не достанет. Достала. Это было не специально. Он сам. Вот так, легким движением ноги, чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова завершила наш поединок. Блин, если бы я там ходила и пила, там, тусовалась по клубу, меня бы никто не спросил, зачем тебе это надо? А тут ты занимаешься боксом, и тебе задают постоянно этот вопрос. Ну а что такого, почему нет? В качестве благодарности за бой, а также ради поднятия собственной избитой самооценки, я пригласил Настю на свидание в парк аттракционов, на мою любимую карусель. В двухэтапном сражении с Анастасией Яньковой ринг парк аттракционов счет 1-1. Свидание удалось на славу. Рядом с такой девушкой чувствуешь себя в полной безопасности. Принято считать, что женщины, качающие мышцы, не обладают женственностью. Да и откуда ей взяться за такой горой мышц, думают многие. Но сомнения напрасны, так утверждает наука. Дело в том, что женщина не сможет никогда по габаритам сравниться с мужчиной. Природные объемы мышц у мужчин вдвое выше, чем у женщин, а уровень гормонов, отвечающих за рост мускулатуры, в 100 раз больше. А вот идут ли культуристкам платья, расположены ли они к романтике, мы узнаем прямо сейчас, потому что у нас в гостях абсолютная чемпионка России по бодибилдингу Людмила Колесникова.